Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Кыргызстан в ЕАЭС. Первые итоги. Экспорт и импорт сократились почти вдвое. Сейчас вообще полностью нету продаж практически. Продаются, если ниже себестоимость. Казаки и пропутинские активисты атакуют магазины с запрещенными западными продуктами. Вот оно. У нас что, своего пива нет? Как районный суд крупнейший мировой видеопортал заблокировал. В Казахстане под видом борьбы с терроризмом закрыт доступ на vimeo.com. В каждом дне это происходит. То есть вот сейчас блокада идет около недели, каждый день мы несем потери. Остались каждый при своем, зато поговорили по душам. Встреча, которой ждал весь мир, Путин и Обама в ООН. Что касается сегодняшней встречи, она была очень полезной, и, что особенно приятно, она была очень откровенной. На Марсе нашли воду. Будущим колонистам будет что пить и чем заправлять ракеты. На Марсе что-то произошло, и он лишился воды. В Кыргызстане стала появляться информация о первых месяцах нахождения республики в ЕАЭС. Итоги пока неутешительные. Экспорт и импорт сократились почти наполовину. Между тем, местные чиновники предлагают поддержать Россию и тоже заняться уничтожением западных продуктов. Репортаж Дибек Бегалиевой. Пармезан, моцарелла и даже хамон. Импортные деликатесы здесь пока еще в законе. Хотя на прошлой неделе Минсельхоз России призвал страны Евразийского экономического союза уничтожать санкционные продукты. На днях Россельхознадзор даже не пропустил в республику фуры с украинской сгущенкой. Подключиться к борьбе с запрещенной едой кыргызстанские чиновники готовы хоть сегодня. В Министерстве сельского хозяйства заявляют, что подпишут соответствующие соглашения, если российская сторона предложит. Членство в ЕАЭС, по их словам, должно стимулировать отечественных производителей и фермеров. А вот насколько последние готовы к новым условиям рынка, это уже другой вопрос. Понятно, что да, мы куда-то вступили. Но туда, куда мы вступили, они просят очень какие-то документы, какие-то сертификаты, что эта продукция должна чему-то соответствовать, каким-то стандартам и так далее. Для нас сложность в чем? Мы, во-первых, не знаем этих стандартов. Во-вторых, сложность в том, что где-то все брать. Уран второй месяц не может вывести урожай фасоли в другую страну ЕАЭС – Россию. Торговать с главным экономическим партнером не стало легче. В итоге за год объем экспорта в Россию и другие страны экономического блока снизился на треть. Мы плавно вошли в кризис еще до присоединения к таможенному союзу. Если мы еще как-то держимся, то многие швейные цеха позакрывались, потому что фурнитура и ткани очень подорожали. Продавать в России теперь не так выгодно. В том, что даже швейники, зарабатывающие серьезную часть бюджета, находятся в растерянности, виноваты сами власти, считают эксперты. Мы об этом говорили много раз. Мы не успели этого всего сделать. И потом винить о том, что мы вошли и ничего не получается, это вопрос риторический. Что производить, куда экспортировать и на что брать кредит? В подвешенном состоянии находятся целые отрасли бизнеса. На грани банкротства крупнейший рынок Дордой, на котором работает около 50 тысяч человек. Даже бывает отчаяние. Уйти с Дордой, а куда? И поэтому я считаю, что правительство должно принять самые-самые такие меры. Перепродажа товаров из Китая теперь совсем невыгодно. Поднялись таможенные тарифы на продукцию из других стран, не входящих в ЕАЭС. Целые отрасли бизнеса, основанные на реэкспорте, просто вымирают. Сейчас вообще полностью нету продаж практически. Продаются, если ниже себестоимости машин. Сейчас Андрей лишь распродает остатки автомобилей, привезенных из Японии. До вступления в Евразийский экономический союз перепродажей машин зарабатывали на жизнь тысячи семей. Чем теперь заняться предпринимателем, Андрей не знает. Ничего никто не знает, что можно завозить, что нельзя завозить. Никакой информации не поступает. Спрашивать не знаю. Знают ли полностью таможенники об этом или нет. Между тем власти надеются, что дешевая электроэнергия и рабочая сила привлекут иностранных инвесторов, заинтересованных в рынке ЕАЭС. С тех пор, как республика стала полноправным членом экономического блока, прошло 2 месяца. Однако инвесторы в Кыргызстан пока не спешат. Дибек Бегалиев, Азат Интумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. А в России к выявлению и уничтожению европейских продуктов и товаров подключились пропутинские активисты и казаки. Драматические сцены теперь разыгрываются непосредственно в магазинах на глазах у изумленных граждан. Вадим Кондаков изучал новые веяния.
Полки российских супермаркетов, по ассортименту которых еще год назад можно было географию изучать, стали теперь скромнее и патриотичней. Прям как выставка достижений народного хозяйства. Я, конечно, очень рад, что появляются там всяческие маленькие сыроварни и все остальное, но вынужден огорчить всех наших сограждан, которые говорят, а вот наш-то пармезан. Ну, что я могу сказать? Это приблизительно как наш коньяк и наше шампанское. Бизнесмен Потапенко, редкий нынче экземпляр, не боится открыто ругать власть за продовольственные антисанкции. Говорит, так не делается. Сначала запретили, а потом стали искать, чем заместить. То гуана, который сейчас мы вынуждены выкладывать на полки магазинов, который даже носит, как обычно, надпись «пармезан», там или далее по списку, оно к сырам не имеет никакого отношения от слова «совсем». Пармезан теперь во всех спорах главный аргумент, как основная жертва импортозамещения. Ведь сыра стали привозить в 10 раз меньше, а делать в России лишь на 10% больше. Но цифры – это же неинтересно. Важнее, что мы обошлись без их сыра, как обойдемся и без всего остального. Вот оно. У нас что, своего пива нет? Это теперь не хулиганство, а защита отечественного производителя. По магазинам страны шастают казаки, молодые активисты и просто озабоченные граждане. Ищут санкционку. Тут же видно все, понимаете, все даже не скрывается, все даже по-английски написано. Понимаете, даже состав и то по-английски написан. Поэтому магазины хоть и повышают цены, но при этом превентивно признаются в любви ко всему российскому и отказываются от привозного. Чего ради рисковать? Любителей пармезана в России, ну дай бог 2, может быть 3% населения всей страны. Притом эти 2-3% ежегодно ездят отдыхать куда-нибудь, и я знаю, точно везут с собой обратно, в том числе и пармезан. Раньше Андрей Даниленко был успешным фермером, получил даже негласный титул молочного короля, а теперь стал лоббистом и радуется санкциям. То, что закрыли на год, это для нас благо, а с другой стороны, то, что закрыли всего лишь на год, не дает нам того стимула, чтобы сказать, все, мы теперь вот только и будем делать, что вкладываться в собственное производство. Однако производителям пока приходится вкладываться не в собственное развитие, а в то, чего они лишились после введения продуктового эмбарго. Санкции нас поставили такую в жесткую конкуренцию за сырье. Сырье перестало приезжать из-за границы, соответственно, те, кто традиционно потреблял его, начали покупать на рынке. И поэтому спрос на сырье резко вырос. Сыр в России теперь больше, чем просто сыр. Это символ импортозамещения. И никого, кроме самих производителей, не волнует, что его приходится делать на европейском оборудовании и с использованием привозных ингредиентов. У нас креветка не российская и грибы немецкие. Потому что, не знаю, в России нет нормальных грибов, которыми можно делать сыр. Мы покупаем в Германии. Говорят, чтобы вкусно и сытно питаться, россиянам придется чуть-чуть поголодать. Может год, может 2, пока отечественные производители не научатся импортозамещать. Но разве это высокая цена за восстановленную национальную гордость? Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. В Казахстане заблокирован доступ к международному видеохостингу Vimeo. И сельский районный суд города Астана прекратил функционирование ресурса на территории всей страны с формулировкой. Интернет-ресурс содержит большое количество видеоматериалов со сценами, пропагандирующими культ жестокости и насилия, а также идеи терроризма и религиозного экстремизма. Добавим, что этим порталом активно пользуются режиссеры, специалисты в области рекламы, дизайнеры и художники. Со слов многих из них, они никогда не встречали на этом сайте экстремистских материалов. У нас на связи наш корреспондент Дмитрий Беляков. Дмитрий, здравствуйте. Что произошло с Vimeo? Здравствуйте, Динара. Блокировка ресурса Vimeo.com в Казахстане вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Основные пользователи видеохостинга, фотографы, специалисты рекламы и кинематографисты очень болезненно восприняли эту новость. В списке сайтов, запрещенных Астанинским районным судом, значится еще более 10 адресов. В основном это норвежские и финские сайты, связанные с запрещенной организацией Хизбут Тахрир. Популярный видеохостинг оказался в их числе из-за нескольких размещенных пользователями видео, содержащих информацию экстремистского характера. Почему суд принял решение заблокировать не только отдельные видео, но и весь ресурс целиком, вопрос открытый. Vimeo is a web and mobile-based video hosting and viewing platform through which users can view, upload, share, download, and track videos. Многие казахстанские профессиональные видеооператоры и фотографы загружали свои портфолио на сайт Vimeo.com. Сотни из них оплачивали специальные аккаунты, что стоит около 100 евро в год.
Решение суда не дает им ответ на вопросы, что будет с их деньгами и как им дальше строить бизнес. Катерина Суворова работает с Vimeo более 10 лет и, по ее словам, ни разу не сталкивалась с информацией террористического характера. Теперь она собирается обратиться в суд для возврата денег, вложенных в поддержание аккаунтов на видеохостинге. Суть этого коллективного иска было бы в том, чтобы мы хотя бы объяснили свою позицию, что мы действительно страдаем. Это не вопрос того, что мы лишились развлекательного портала. Ну, к примеру, как можно воспринять это, допустим, не обладая знаниями. Мы хотим, вероятно, есть как бы более правильная версия, то есть собраться профессионалам, которые действительно несут убытки и которые лишаются многих возможностей. В каждом дне это происходит. То есть вот сейчас блокада идет около недели, каждый день мы несем потери. Отметим, что это не первые блокировки крупных мировых интернет-ресурсов в Казахстане. В пример можно привести блог-платформу lifejournal.com, доступ к которой неоднократно был закрыт. Или вспомнить о блокировке весной текущего года международного портала soundcloud.com. Блокировка отдельных СМИ также практикуется в Казахстане. Недоступны и анонимайзеры, которые позволяют обойти запреты. Казахстанские фотографы и видеографы также заявляют о том, что с недавних пор ограничен доступ к популярным сайтам flickr.com и dailymotion.com. Стоит отметить, что для пользователей российских провайдеров Билайн и Теле2 доступ открыт. Для пользователей же Казахтелекома эти сайты недоступны. Динара, вам слово. Спасибо, Дмитрий. Недавно таким же образом был заблокирован один из популярнейших в Центральной Азии ресурсов – кыргызский клуб KG. О причинах блокировки мы побеседовали с одним из его основателей, Бектуром Искендером. Несмотря на свою либеральность, тем не менее, например, в Казахстане ваш сайт заблокирован. Может быть, из-за нашей либеральности он и заблокирован. Мы опубликовали новость о том, как детей из Казахстана вовлекают в ИГИЛ. Вышло скандальное видео, и мы не могли об этом не написать. Потому что мы и считали, и считаем до сих пор, что если существует какая-то угроза, то об этом надо кричать максимально громко. И мы написали новость об этом. Это была стандартная новость, в которой в том числе цитировались какие-то другие источники, критиковавшие, разумеется, действия ИГИЛа. И мы вставили туда видео, которое сделала Daily Mail, британская газета, на основе того видео, что ИГИЛ распространил. И, скорее всего, именно вот это видео не понравилось властям Казахстана. Мы освещали тему блокировки сайтов в Казахстане, потому что часто бывало так, что в Казахстане сайт блокируется, и он автоматически блокируется в Кыргызстане из-за того, что у нас многие провайдеры через Казахстан получают трафик. Я представлял, что обычно случается, если сайт блокируется в Казахстане, но было довольно интересно все это пережить на самих себе. И действительно, на следующий день после нашего отказа удалять этот материал, мы поняли, что в Казахстане клуб не открывается. Далее в программе. Остались каждый при своем, зато поговорили по душам. Встреча, которой ждал весь мир. Путин и Обама в ООН. Что касается сегодняшней встречи, она была очень полезной. И, что особенно приятно, она была очень откровенной. На Марсе нашли воду. Будущим колонистам будет что пить и чем заправлять ракеты. На Марсе что-то произошло, и он лишился воды. Обама и Путин наконец-то встретились. Это произошло во время Генеральной Ассамблеи ООН. Последний раз лидеры США и России так общались 2 года назад, после чего из-за событий в Украине отношения между Обамой и Путиным были фактически прерваны. Встречу президентов США и России ждал весь мир. Вместо запланированных 55 минут они говорили 1 час 50 минут. Как стало известно, обсуждались в основном сирийская проблема и пути выхода из украинского кризиса. Наблюдатели отмечают, что обе стороны остались при своем мнении. По окончании встречи Барак Обама не вышел к журналистам, и Владимиру Путину пришлось отвечать на вопросы прессы в одиночестве. Он признал, что разговор был очень непростым. Отношения между Россией и Соединенными Штатами, к сожалению, находятся на достаточно низком уровне. Это все понятно и без моих комментариев. Что касается сегодняшней встречи, она была очень полезной, и, что особенно приятно, она была очень откровенной. В Донецкой и Ростовской области продолжается суд над украинской летчицей Надеждой Савченко. По графику, который огласили сегодня, суд продлится до 29 октября. Напомним, что украинская летчица Надежда Савченко обвиняется в гибели российских журналистов и незаконном переходе российско-украинской границы. Защита Савченко настаивает, что все обвинения сфабрикованы. Летчица была взята в плен сепаратистами за несколько часов до того, как погибла российская съемочная группа и незаконно вывезена на территорию России.
Уже находясь в тюрьме, Савченко была заочно избрана депутатом украинского парламента и делегатом парламентской ассамблеи Совета Европы. Многие европейские лидеры неоднократно обращались к российским властям с просьбой отпустить Савченко на свободу, но Россия все обращения игнорирует. В российском Донецке находится наш корреспондент Елена Романова. Вот что она сообщает о ходе суда. Сегодня первый день, когда Надежда дает показания в ходе судебного следствия. Сразу перед началом дачи показаний она заявила, что украинский язык является ее родным, а не русский. И от русского языка она уже устала за последние 1,5 года. Но тем не менее она согласилась в суде говорить на русском языке и успешно справляется с этой задачей. Хотя в зале присутствует переводчик. Также поддержать Надежду приехала ее мама Мария Ивановна. Она не будет выступать в качестве свидетеля, выступает в качестве такой моральной поддержки своей дочери. Это все придумано. Я знаю, какая у меня Надя. Я ее родила. Когда она была маленькая, я задавила букашку ногой. Так она начала плакать. Мама, это же букашка, она живая. Я никогда не поверю, что Надя убила тех журналистов. Я согласна положить голову на колодку. Пусть мне ее отрубят. Надя не убивала тех журналистов. Как рассказала Надежда, в плен она попала 17 июня. Ее пленили бойцы Луганского отряда «Заря». И там она пробыла несколько дней, после чего была передана в руки неких людей, которые не представлялись и не разговаривали на украинском языке. Ее пересадили с одного автомобиля в другой и вывезли в неизвестном направлении. Она никогда настаивает, потому что никогда до этого не была в России. Она не знала, куда ее везут, но впоследствии выяснила, что оказалась где-то под Воронежем. Консула к ней не допускали в течение недели. Ей пришлось объявить голодовку, чтобы с ним встретиться. Ну и вот сейчас, в настоящее время, допрос Надежды продолжается. По некоторым сведениям, он продлится еще завтра и послезавтра. Между тем, на Украине начался судебный процесс над 2 российскими офицерами ГРУ, задержанными в Донбассе. Минобороны России отказалась от обоих военнослужащих, которые, в свою очередь, признались в том, что они являются действующими офицерами российской армии. На этом автозаке с украинским флагом российских подозреваемых привозят в один из районных судов Киева. Сержант Александров и его командир, капитан Ерофеев, были задержаны в Луганской области 16 мая. В том бою был убит украинский военный. Россияне были ранены. Александров до сих пор с костылем. Евгений Ерофеев в костюме в перерыве скажет журналистам, это ему из России передали. И вообще, говорит, письма и передачи приходят регулярно. Россия от них не отказалась. Кто меня не бросал? Связь с семьей есть, друзья звонят, пишут, консул не бросает, помогает, передачи передает. Все, вся поддержка от Российской Федерации есть. А здесь кто-то прибыл из России к вам? Нет, это, думаю, что это опасно. Весной на допросах оба сознавались, они действующие военные. Сегодня же заявили, показания давали под давлением. Консул, пришедший поддержать соотечественников, их причастность к действующим российским войскам, отрицает. Здесь нет российских военных. То есть это не ваши военные? Значит, это бывшие российские военнослужащие. Да, они действительно служили, и, в принципе, как я понимаю из общения с защитниками, они признают факт присутствия на территории Луганской области, но не более того. Прокурор от комментариев отказывается. В том, что это действующие военные, уверен боец батальона «Айдар». Богдан Гаркуша был среди тех, кто брал их в плен. А почему же они тогда кричали: «Не убивайте нас, мы военные, ГРУшники»? Россиян обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Основное – это участие в войне против Украины. Ерофеев сегодня заявил, частично вину признает, но в чем именно, уточнять отказался. На сегодняшнем заседании судьи решали, где именно будут рассматривать дело россиян, ведь по месту совершения преступления в Новоайдаровском районе небезопасно. Передали определение подсудности судам высшей инстанции. Ирина Ромалийская, Иван Наконечный, специально для настоящего времени, Киев. Школьные педагоги Екатеринбурга считают, что современные технологии мешают развитию детского мозга. Они предложили в расписание вернуть чистописание, что и сделала одна из местных школ. Теперь тамошние ученики вместо шариковых ручек пишут перьями. Как работает этот метод, узнавала наш корреспондент Екатерина Пономарева. Проводи вот по серой линии, проводим. Так, Артем правильно выполняет. Наклон, смотрите, чтобы
правильнее. У первоклашек уральского села Марийские Корши первый урок – чистописание. Пока за окном стелится утренний туман и кричат петухи, Дима, Ксюша и Артем, сопя, выводят палочки и крючки перьями и чернилами, под наклоном и в прописях. Давай теперь на следующей строчке заново. Смотри, у тебя вот как некрасиво. Красиво. Да, также вот с этой строчки начинай. По такой системе письмо учили еще в прошлом веке советских школьников. И вот снова здравствуйте. Возродили способ здесь в этом году по нанометоду Фролова. Развивается моторика у ребенка. Получается красивый почерк у тебя. Мне кажется, все равно нужно, чтобы у тебя развивалась моторика, не только чтобы ты печатал на клавиатуре. Вот он автор, доктор физико-математических наук. На пенсии поселился в деревне и устроился в местную школу. Сначала вел физику в среднем звене, а потом разработал и свой учебный курс. Ностальгия по советскому детству вдохновила. Уверяет, хороший почерк – основа продуктивного мышления. Не научился человек связно писать, связно думать уже не суждено. А гаджеты образованию только вредят. Когда ребенок пишет перьевой ручкой, он вынужден следить за последовательностью написания букв, за четкостью этого написания. И ему легче осознать смысловое наполнение того слова, которое он пишет. Перья недорого закупили в чертежном магазине в городе. И, на удивление, следом за первоклашками за них взялась вся школа. Развлечений у местной детворы не так много. Вот и пишут пером, развивая воображение. Это Саша, ему 13. У Саши нет ни айфона, ни компьютера, зато есть любимая рукописная буква. Какая-нибудь любимая буква, которую ты любишь выводить чернилами? Д. Какая? Букву Д любишь выводить? Почему букву Д? Она мне нравится. Чем? Как стрела. За парту дети уговорили сесть и нашу съемочную группу. Почерк оператора школьники забраковали сразу же, и он отправился нажимать кнопки на камере. Мои первые опыты перевода письма дали хрупкую надежду на то, что не все потеряно. Да. Так, правильно, Ксюша, держу? Макать? Да. Сейчас я все пальцы. До половинки? Ну вот до сюда. Ага. Следить приходится разом из-за количеством чернил, из-за толщиной линии, из-за красотой букв. Процесс действительно увлекает, но отнимает много времени. К чему приведет школьный эксперимент, можно будет оценить, когда нынешние первоклашки отправятся сдавать выпускные экзамены через 11 лет. Пока перьевым ноу-хау сельской школы заинтересовались только журналисты. Городские педагоги учатся пользоваться интерактивными досками и сенсорными экранами. Екатерина Подмарева для настоящего времени. На Марсе есть вода. Об этом заявили исследователи планеты из НАСА. Они обнаружили темные полосы, которые, по их мнению, оставлены потоками воды с высоким содержанием солей. Данные получены с помощью аппаратов Американского космического агентства. Химический состав и источники воды пока остаются неизвестными. Однако специалисты НАСА считают, что открытие может ускорить колонизацию Красной планеты. Когда-то Марс был планетой, очень похожей на Землю. Там были соленые моря, пресные озера, снег на вершинах гор, облака и круговорот воды. Однако на Марсе что-то произошло, и он лишился воды. Анализ карт химического состава поверхности Марса, полученных с орбитального аппарата, позволил сделать вывод, что борозды на склонах скал – это следы, оставленные водой. Темные полосы появляются летом и пропадают с понижением температуры. Ученые считают, что в глубине планеты могут находиться естественные резервуары с водой, и именно в этих районах и могут быть построены поселения землян. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго!